Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Деньги заплатил, а вот квартиру не получил. Юрист Ильнур Сабиров с такими делами сталкивался не раз. Так один из его клиентов купил квартиру у застройщика, только вот у жилья потом оказалось два собственника. Застройщик поступил недобросовестно. Мы подали иск о том, чтобы отменили решение суда, по которому признали право собственности вот за этим вторым собственником, да, отменили, и потом подали новый иск о том, чтобы квартиру переоформили на нас. И дело выиграли. Только вот квартиру в таких случаях не всегда удается вернуть, да и деньги такой продавец не возвращает. Для защиты покупателей от мошенников с 1 января этого года в Гражданский кодекс внесли изменения. Теперь добросовестным считается покупатель, который при заключении сделки полагался на выписку из ЕГРН. Приобретатель считается добросовестным до того момента, пока суд не докажет, что он знал или должен был знать о том, что у продавца такой недвижимости отсутствовало право на отчуждение этого объекта недвижимости. Выписку из единого госреестра, чтобы узнать владельца недвижимости или наличие обременения, сейчас можно получить в МФЦ. Разрешение собственника не нужно. Но если вас все-таки обманули и вы остались без квартиры, то компенсацию можно получить от государства. Раньше это был 1 000 000 рублей, то с этого года можно вернуть полную стоимость квартиры или дома. Данная компенсация выплачивается на основании судебного иска добросовестного приобретателя к Российской Федерации после вступления в силу судебного акта об истребовании у него жилого помещения. Еще одно нововведение: если жилье обманутых покупателей было передано в собственность государства, то суд поможет получить компенсацию в течение 3 лет. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.